Животноводы Хабаровского края планируют получать надои от молодых коров в раннем возрасте за счет изменения рациона питания. В одном из сельхозпредприятий пошли на эксперимент изменения меню телятам. Подробности у нашего СОПКОРа в Хабаровске Стаса Михайлова. Основная цель эксперимента – заставить работать желудок теленка в первые 3 недели после рождения. Для этого с 5-го дня после отела теленка отлучают от вымени и дают заменитель цельного молока. Поскольку натуральное молоко очень жирное, напившись его с утра, теленок уже ничего не хочет есть. Вместо этого молодняку дают детский комбикорм, в основе которого кукуруза, ячмень, соя. Его животное ест чаще, за счет чего желудок развивается быстрее. Если мы говорим о старой технологии, о размоле, о каше, о сене, то сено не развивает внутренние органы. Телята стоят как бочонки, но как такового развития не происходит. И также каша. Телки не свиньи, их нельзя кормить кашей. В хозяйстве уверены, быстрое развитие желудка ускоряет рост всего организма. Коровы раньше набирают массу и раньше начинают давать молоко. Также рост массы влияет на репродуктивную способность. Для осеменения телка должна набрать вес в 350 килограммов. Раньше такой массы удавалось достичь за 2 года. Теперь планируется, что с новым меню этот срок сократится на полгода. Мы готовим животных, чтобы они в 16 месяцев у нас уже пошли под осеменение. Соответственно, в 25 месяцев они уже будут коровами, которые начинают давать молоко. Да? То есть 9 месяцев, ну не стильности, это физиологически. Да? А на сегодняшний день они у нас 25 месяцев только уходят на осеменение. Через 2 месяца будут подведены итоги эксперимента. Если намеченных результатов удастся достичь, тогда все поголовье переведут на новую схему кормления. Стас Михайлов, НВК «Саха», Хабаровск.